Всем большой привет, друзья! Мы опять на Печоре. И сегодня у нас 100% поднятие палок. Все, закрываем сегодня сезон палок. Во-первых, нет живцов. Во-вторых, сделаем перерывчик. Займемся немного другой рыбалкой. Почти неделю у нас не было на реке. Стояли морозы. Вчера метель была. Отдохнул немножко. Позанимался монтажом туда-сюда, компьютерами. В общем, занимался домашними делами. Ждал, когда спадут морозы, но вот сейчас минус 20 на, как говорится, на термометре. К вечеру будет 27, а дальше ожидается похолодание до 34-36 опять, и будут морозы стоять около недели. Ждать смысла нет. В общем, приехал сегодня, чтобы поднять палки. Ни мальков, ни живцов, ничего нету. 100% будем проверять и поднимать. Оставим до весны. Весной, когда потеплеет, вновь вернемся сюда. Так как холодно и батарея не будет держать, заранее буду готовить лунки и по-быстрому проверять, спрятав камеру. Ну, если что-то есть, мы это заснимем и посмотрим. Если ничего нет, этого ролика не будет, потому что пустую проверку. Ну, прогнозы какие? Ну, 30% даю, что что-нибудь попадется, 70% на то, что ничего нет. Надежды маленькие очень, потому что глухо зиме. Приступаем к поднятию палок. Завершаем зимний сезон рыбалки на палки. Поехали. Так, ну что, пока готовили первые 5 лунок, уже стемнело. Замерзло не до конца, но морозы дали знать, хоть и засыпано было, где-то сантиметров 15 замерзло. Но отдолбили, приготовили. В принципе, лунки хорошие, широкие. Любая рыбина влезет, лишь бы она была. Так, что у нас? Первая палка. Что-то закручено. Вот такой вот налимчик, примерно на полкило. Так что мы еще и с уловом. Вот. Первый есть. Все. Наживлять нам нечем. Поднимаем палки до лучших времен. До теплых времен, так сказать. По идее, вот это все надо убирать, чтобы не ржавели, но крючки примерзают сразу. Я уже вам показывал, как я это делаю. То на одной палке покажу еще раз, может быть, кто-то не видел. Вот так вот это делается. На снег не ложу. Почему? А потому что, если я положу на снег, весной это все дело растает, будет вода, палки примерзнут, и когда они нужны будут, их просто не отдолбить. А так они всегда готовы. Я еще сейчас на обратном пути засыплю лунки. Может быть, даже до конца и не промерзнут до весны. А промерзнут ледобуром на 130 или на 150 сделать новенькие луночки. И все. И все готово. Так, здесь у нас тоже что-то есть. Опа. Опачки. Еще крупнее. Вот так вот. Клев только пошел. Получается, после нереста или что, я не понимаю. Этот уже ближе к килограмму. Килограмм есть по-любому. Вот такой вот красавчик. И живой. Долго не проверяли, но нормально выжил. Так. Бай-бай. Так. Видно, да, надеюсь?
Ну, жареха уже есть. Отличная жареха. Так что не зря мы это все дело оставляли. Не зря морозили сопли. Все, что не делается, все к лучшему и все не зря. Так вот. И так вот. Жди меня, я вернусь. Только очень жди. Ну, отличное начало, я вам скажу. Если честно, я даже и не ожидал. Мои 30% уже сбылись. Но я так думаю, если 2 палки сработали, знаете, что-нибудь, я так думаю, сработает еще. Тоже небольшая натяжечка есть. Ага, вот. Живец. Вот теперь вот ты нам не нужен, и мы тебя отпускаем. Кто говорил, что я второй живец на Лимове не отпускаю? На Лимове я отпускаю. Тогда, когда они мне не нужны. А так бы, не знаю, выживут, не выживут. Это их дело. Но 2 налимчика ушли в родную стихию. Почему? Потому что у нас ни ведра, ничего нету. Если бы мы рыбачили, то я бы их, конечно же, оставил на крючках, чтобы они прослужили еще в качестве живца. Опа, здесь у нас что-то даже не получилось. Ну ладно, вот так вот сделаем. Два маленьких налимчика выживут. Хорошо. Нет, так. Нет, что теперь? Мне они тоже не нужны. Мне они нужны только в качестве живцов. Так. Мы что, получается? 1, 2, 3, 4. 5-ю пропустили, что ли? Вернее, 1-ю. Получается так. Так, ладно, сейчас вернемся к ней. Так, здесь у нас пусто. Ну, как говорится, пусто не пусто, но все крючки пустые. Рыба была, и рыба ушла. Может быть, это язи были, может, не знаю кто, но кто-то был однозначно. Так, 4 палки мы подняли. Сейчас вернемся к 1-й палке. Как так-то, блин? Так, ладно, отсюда потом засыпем. Как мы пропустили-то 1-ю палку? Сейчас, блин, аккумулятор замерзнет, еще такой мороз. Начали с 2-й. Вот наша 1-я палка. И здесь. И здесь у нас. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего нет. Здесь у нас пусто. Фух. Ну все. Поднимаем, засыпаем. Засыпаем почему? Ну, может быть, когда они пригодятся, лунки не успеют до конца промерзнуть. Все, прячем камеру. Фу. Ну вот еще 5 палочек. Готово. Согрелся. Уже не холодно, даже рукам тепло. Так что долбежка она греет. И здесь у нас небольшая натяжечка есть, кто-то дергает.
Ну, это, наверное, да, вот такой вот дрищ-пакет. И мы его, конечно же, отпускаем, потому что он там сегодня не нужен. Сегодня у нас для всех малышей амнистия. Так. Вот сюда вот, на краешек. Так. Отдохните до лучших времен. А они будут, по-любому будут. Что у нас тут? Январь, конец января. Ну, февраль еще поморозит. А в марте это уже весна. Эта зима неплохая. Морозит неплохо. Так, кто-то у нас дергает. Кто-то у нас дергает. Кто-то у нас тут есть. Через палку аж почувствовал потяжки. Язёчек. Вот такой вот неплохой, хороший язёчек. Вот такой вот янцкадан. И язь есть. Так что глухозимье или прошло, или его на 100% так и не было. Потому что, да, были такие моменты, что как-то помните, да, предпоследняя проверка у нас была. Мальки все были, 2 дня не проверял. Они были живые, не тронуты. Это на крещении, да, было вроде бы как. Был какой-то промежуток, но это короткий промежуток. А так, по крайней мере, пустыми мы домой не приходили. Без язей, да, как-то. Проверки 3, наверное, или 4. Язь не хотел ловиться. В коматозе, наверное, был. А так, налим. Жареный налим. О, это что у нас тут такое? Что-то тут у нас накручено. Капитально накручено. Капитально тут накручено. Мелкий, что ли? Нет, он не мог так. Скорее всего, тут, наверное, был что-то типа хариуса, наверное. Так. Ну-ка. Ладно, живи. Живи. Это не совсем маленький. Зачетный размер. Но сегодня всем амнистия. Выживешь, так живи. Так, он узлами кто-то закрутил. Это не он. Что-то интересное тут было. Ладно, потом разберемся. Распутаем. Сейчас не будем терять времени. Батарейка замерзнет. Так, что у нас? 2 палки осталось. Тут вообще лунка промерзшая была. Немножко долбил, надеюсь, если что есть, влезет. А что-то есть там. Что-то какая-то натяжечка есть. Вот такой вот дрищ-пакетина. Дрищ-пакетина. Раз. Дрищ-пакетина. 2. Не знаю, выживете, не выживете. Не мои проблемы. И тоже все запутали. Ладно, потом распутаем, разберемся. И вот еще у нас одна палочка осталась. Ну, давай напоследок трофейного. Хотя бы 5-шечку. Рекорд, чтоб побить. Сколько у нас? 4,5. Что-то вроде бы дергает. Что-то вроде бы дергает. Да, что-то есть. Так, это у нас не то. Дрищ-пакет язь. Язи 2 дрищ-пакета. Так, этого мы
Отпускаем налимчика. Этого язя забираем. И вот такого вот малышочка еще, конечно же, тоже отпускаем. Ты, конечно, наверное, подохнешь, но не мои проблемы. Все, как я вам говорил, все живцы, которые не сдохли, которые выдержали, будут отпущены. Вы сами все видите. Отслужили они свою службу в качестве живцов. Не попался трофейный. Амнистия. Отпускаем на волю. А пока рыбачим. Мы ерундой не занимаемся. Все. Пока у нас 2 язя, 2 налима. Идем дальше. Прячем камеру за пазуху, иначе замерзнет. Ну вот. Еще 5 палочек готово. Поднимаем. Я не то что согрелся, несмотря на мороз. Ветра нет, так я даже уже немного употел. Так, первая палка у нас пустая. Опа, малек даже живой. Ну, если ты живой, давай. Тебе тоже амнистия. Тебе тоже амнистия. Иди. Плавай. Иди, замерзнешь. Так, ладно. 1 малек живой. И 3 малька съеденных. Значит, рыба была. Значит, глухозимя нет, получается. Просто рыба так немножко подремала и все получается. Так, у нас тут сучка нету. Вот не люблю я мороженые палки, крючки втыкать. Тупеют. Потом становятся, ну, тупые. Так. Так. Еще одна палка готова. Когда ветра нет, мороз не страшен. Все фигня. А вот если даже вот минус 15 и с ветром, да еще если со снегом, это все, это хана. Так, и здесь у нас что-то какая-то натяжечка присутствует. Это у нас мелкий налимяка. Опа! И был налим кулума. Так, этого мы отпускаем. Этого отпускаем. А этот, ну, жабры, да, побелели. Кто-то мне написал, типа, про порченных, непорченных налимов. Последний ролик был, комментарий, типа, он испорченный. Если жабры красные, ничего страшного, то, что он уснул, не уснул. Вот эти, да, эти побелели. Он не вонючий, не пахнет, но этот уйдет собакам. Тоже налимчик был, но не дождался. Все-таки прошла неделя. Неделя это много. Ну, умер он дня 2 назад, не больше. Потому что через 3 дня, если умирает сразу, я уже заметил, он уже начинает разлагаться. Там кишки начинают выходить наружу, все такое. Этот твердый, плотный, вообще не пахнет ничего. Просто он умер не сегодня, а вчера, наверное. Пойдет тумана. Туман как косточку грызет этих мороженых налимчиков и говорит: спасибо, хозяин, ты настоящий друг. Так, здесь у нас тоже что-то небольшое есть. О, вот это точно туману.
Этот мелкий заглотил 2 крючка, аж ужас. И кулома не дождался. Отпускать мы его, естественно, не будем. Тоже пойдет туману. Второй кулома. Так, ладно, потом разберемся. И что у нас осталось здесь? 2 палочки. А у меня есть 2 палочки. Выручалочки. Так. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Вот какая штука. Малявок съели, а никто не попал. Возможно, здесь были язи. Все 3 крючка пустые. И последняя палочка на нижнем участке. И здесь... Здесь у нас 1 живой шпингалет и 1 дохлый. Живого, естественно, мы отпускаем. Дохлого отпускать не будем. О, видите, да? Про что я говорил, вот. Кишки уже выходят. Хотя жабры красные. Это что за фигня? Возможно, кто-то его... Да. Это он. Кто-то цапнул, щука или что-то такое он. Сегодня. Потому что налим только-только окочурился, он жабры красные. А кишки наружу. Кто-то этого налима... Ну, налим... Если был бы это налим, он бы был на крючке. Он бы его засосал. А это кто-то хапнул, порвал его, вон, видно, да? Вон дырки. Вон дырки от зубов. Хапнул и выплюнул. Это проделки щуки. Щуки в этом году у нас так и не было. В прошлый год я поймал 2 щуки хорошенькие, крупненькие. 3700 и 3400 вроде были. В этом году щук не было. Ну вот, все. С нижним рядом закончено. Там еще наверху 8 палок. Сейчас туда поедем. Так. Вот мы и на верхнем ряду. Приготовил, продолбил 4 палки. Здесь уже лед капитально промерз. Сантиметров 40, наверное, если не больше. Может быть, даже полметра местами. Продолбил небольшие луночки, так что если что-то попадет крупненькое, придется раздолбливать. Наверное, не пролезет. Ну, посмотрим. Главное, что попал. Здесь его нет точно. Даже он малек живой. За неделю даже не умер. Так что ему тоже амнистия. Этому малечку. А 2 крючка пустые. Кто-то был. Так, ладно. Этим потом будем заниматься. Палками не будем терять время, чтобы не замерзла камера. Да ёшкин ты кот! Ой. Потому что здесь они на большом расстоянии друг от друга. Вот между ними-то палки были. Мы их подняли с Ромкой уже где-то месяц назад. Ну, недели 3-то точно прошло. В начале января мы поднимали. Или в конце декабря, уже не помню. Так, здесь видно. Потом у нас вот вроде бы на этой палке попал крупный налим. И мы решили еще порыбачить немножко. Часть палок оставили. Ну и как бы оказалось не зря. Так, здесь у нас что-то дергает. Налимчик. Налимчик живой и не маленький, съедобный. На полкилограмма примерно. Вон.
Печенка аж вылезла, но живой. Живучий чертяка. А, он на 2 крючка попал. Говорят, глухозимие, аппетита нет у них. На 2 крючка втюхался. 100% был мой, не ушел бы. Вот, ладно, с этим потом разберемся. Будем пока руки морозить. Мороз крепчает. Обещали к вечеру 27. Наверное, уже близко около этого. Небольшой ветерок южный дует. Хорошо, что не северный. Был бы северный, была бы труба. Я бы уже окочурился. А так спину дует, да и дует потихоньку. Так, здесь у нас что-то тоже. Ага. Кулома. Небольшим налимчиком. И еще что-то там дергает живой. Это малек тоже. Вон еще один малыш. Вообще шпингалетин. Иди гуляй. Так, с этим разберемся. Малыша отпустили. Ай-яй-яй-яй. Руки, руки, руки. Прихватывает сырые руки сразу. Без рукависта. Ветерок поднялся. Ветра не было, нормально было. А с ветром сразу... Ай, не денется. Так. 4. Ай, руки аж прилипают к палке мороженым. Так, здесь что-то у нас натяжечка тоже есть. Так, здесь. Ну, что-то тоже кулома, собачий корм. Хотя жабры красные, не мелкий. Пойдет собаке. Ну вот. Один налимчик хороший и пару собачки. Ну, улов растет, я даже не ожидал такого. И у нас осталось еще последние 4 палки. Сейчас эти приготовим, все, и приступим к отдалбливанию. Может, там хоть согреюсь. Так, ну что, все, долбежка закончена. Приготовил последние 4 палки. Смотрим. Смотрим. Опачки, опачки. Так. Опачки. Так, села все-таки у меня батарея. Поменял последний аккумулятор. Надеюсь, на 3 палки хватит. Так, если что, на той палке у нас ничего не было. На первой. Не знаю, заснял, не заснял. Как мы проверили 4-ю палку. Осталось 3. Осталось 3 палки. Смотрим. Так, здесь у нас тоже никого. Одного малька свистнули. 2 на месте. Так, и осталось последние 2 палки. Так, забыли корыто взять. Корыто. Без корыта рыбы не будет. Да ёшкин ты кот. Рыбка. Очень хочется поймать золотую рыбку. Золотую рыбку. Золотую нафиг не надо. Надо красивую печорскую. Хариуса хорошенького, килограммового. Вот это было бы классно. Так, хариус не знаю, но небольшой налимчик походу есть. Да, вот она, мелочь пузатая. И, не знаю, амнистия. Выживешь, не выживешь, твои проблемы. Сегодня последний день проверки, как я обещал.
всю мелочь отпускаем на волю. Если мы раньше их оставляли в качестве наживки на крупного трофейного налима, и как вы сами видели, они отработали. Сколько налимов? 5, наверное, если не больше, попалось именно на мелких налимов. Все, последняя палка. Та-дам! И что у нас? Ничего. Ну ладно. И на том спасибо, Печора матушка. Так, а здесь у нас почему? Все правильно. Так, ну что? 30% давал я на улов. Процентов попало столько, сколько я не ожидал даже. Вон. Это у нас 2 язя. Вот таких вот съедобных 2 язя. Вот такой вот красавец налим. Килограмм, наверное. И вот этот поменьше. Ну, жареха. 2 жарехи будет 100%. Как бы напоследок еще и получается, видно, да? Надеюсь, обрыбились. Ну так что, ставим небольшую точку. Ой-ой-ой, блин, фонарик железный, просто аж прижигает руку. Ставим небольшую точку в нашей рыбалке на Печоре. Подняли все палки. Спасибо, Печора покормила, без рыбы не сидели. Кто-то, может, думает, заняться мне нечем. Хожу, морожусь, ничего не клюет. Ну, что, без рыбы мы не сидели. Вечерком жареха каждый день у нас была. Или налим, или хариус малосолка. Все было на высоте. Без рыбы не сидим. Сейчас будет небольшой перерыв. Может быть, неделя, может быть, 2. На Дзене, скорее всего, роликов пока не будет. Если что, переходите на ВК и на Рутуб. Там я сейчас залил и буду заливать запасом. Сколько, 11 или 12 роликов будет о моей поездке на Камчатку. Вы там увидите, вот это рыбалка. Там, где рыба есть, поймать ее нет ничего сложного. Вот посмотрите и сами увидите, кто не видел. Эта рыбалка была у меня 3 года назад. Зрители Ютуба уже посмотрели. На Дзене также заливал. Не Дзен премиум, просто на Дзене. Ну, там просмотров 150-200. Почему-то народ не посмотрел или пропустил, потому что я оптом залил все фильмы, все куча перевод сделал с Ютуба, и у меня просмотров было минимальное количество. На Рутуб и ВК-видео этих видео еще не было. Так что, кто не смотрел, посмотрите. Я так думаю, это будет интересно. Действительно, это была рыбалка. Еще раз повторюсь, там, где рыба есть, поймать ее ничего сложного. Вот поймать ее там, где ее нету или где она не ловится, вот это да. Но, как мы видим, даже и при всем бесклевье мы рыбки половили. Так что рано или поздно мы встретимся. Это, возможно, будет уже другая рыбалка. А сюда, на Печору, мы вернемся тогда, когда уж потеплеет. И мы все-таки увидим вставные удочки. Я так думаю, увидим хариуса. Возможно, будет сиг. Может быть, еще наливом половим. Так что до новых печорских встреч на канале Коми Рыбак. И, я так думаю, недельку морозов, недельку отдохнем. Через пару недель будет, я так думаю, у нас рыбалка на лесной речке. Я так думаю, все равно съездить, порыбачить с разведкой, как получится, не знаю, сам еще не знаю, как дорога, смогу ли я пробиться, как река, ничего не знаю, так что будем испытывать, будем разведывать, будем ловить. До новых встреч на канале Коми Рыбак, увидимся.